Несколько недель назад в Сухумской второй школе произошел пожар. В результате сгорела вся кровля. Но, к счастью, никто не пострадал. Причина пожара до сих пор выясняются. Мы попросили сотрудников МЧС и Госстандарта провести внеплановую проверку образовательных учреждений в разных районах нашей страны. И сегодня мы постараемся узнать, в каком состоянии пожарная система в наших школах. К сожалению, нет средств заменить электропроводку, довести ее до той нормы, чтобы дети учились в безопасности. После пожара во второй средней школе часть детей продолжили свое обучение в третьей школе. 2 года назад после капитального ремонта эта школа открыла свои двери учащимся. Но, как оказалось, новый ремонт не обеспечил требования пожаробезопасности. С первого взгляда внутри школы все идеально, но вот чердачное помещение со всеми электрическими проводами в запущенном состоянии. Мое замечание такое, к чему то, что небезопасно, это, во-первых, стыковки вместо из розеток, первое. Во-вторых, то, что они стыкованы. Во-вторых, без дополнительной изоляции. Гофра, да. И по деревянным конструкциям. Во-первых, необходимо заключить дополнительную изоляцию. Во-вторых, вот эти стыки все ликвидировать в том плане, что этот кабель должен идти цельный. И в-третьих, дополнительную защиту установить в виде УЗО. Устройство защиты утечки. И деревянная конструкция ваша обработать противопожарным составом. Видимо, изоленту еще и пожалели. Угу. Также монтажная пена вокруг рядом, деревянная конструкция. Угу. Набеленные провода. Электропроводка здесь по школе соответствует. Единственное, не соответствует чердачное помещение. Там строительный мусор, захламлен чердачное помещение. Электропроводка без дополнительной изоляции по металлическим конструкциям, по деревянным конструкциям. Есть места оголенные провода, так что небезопасно. Малейший накал будет воспламеняться, воспламенение может произойти, короткое замыкание. Может воспламениться, это опасно. Всего в столице 16 школ, но далеко не все они соответствуют необходимым стандартам, а тем более пожарной безопасности. Часть из них отремонтирована. Они ухоженные, чистые, классы оборудованы кондиционерами и системой отопления. Но так, к сожалению, не везде. 15-я школа в новом районе Сухума совсем без ремонта не осталась. Несколько лет назад была заменена кровля и установлены новые стеклопакеты. И на этом все. Школа нуждается в капитальном ремонте. Здесь прежде всего надо заменить электропроводку, которая находится в плачевном состоянии и может привести к печальным последствиям. Здесь условий никаких нет с 93-го года. Мы мучаемся, но не знаю как. Единственное, Бог бережет и наших детей, и нас, что мы до сих пор сохранены, и здание пока стоит. На сегодняшний день самое страшное – это проводка. Об этом это вопрос не сегодняшнего дня. Это не год, не два. Об этом я все время говорю, как с 93-го года работаю руководителем школы, и с 93-го года говорю. В конечном итоге вроде бы провели проводку, но они не могли найти изначально, где какая проводка проходит, и они провели сверху для отопления. Но как они провели и что провели, опять-таки говорю, я не электрик, я не могу вам сказать, но в ужасном состоянии. О проблемах средней школы номер 15 города Сухума хотелось сказать следующее. Вся электропроводка, она устарела, она исчерпала свой ресурс. Всю электропроводку необходимо заменить. Она представляет реальную угрозу для всех учеников, помимо учеников, для всего персонала этой школы. Мое видение, что необходимо отключить до полной реконструкции, замены всей электропроводки. Также мы обнаружили, что на чердачное помещение этой школы выходил провод. В конце выявили, что какая-то коммутация была отключена. Эта схема собрана была небезопасно. Мы были вынуждены произвести отключение, отрезали этот провод. Основными нарушениями являются отсутствие противопожарной сигнализации, отсутствие рабочих средств пожаротушения, это огнетушители, отсутствие противопожарного водоснабжения и одно из самых главных нарушений – это электропроводка в данной школе находится в очень плохом состоянии.
Каждый год 15-я школа нового района столицы принимает около 100 детей в первые классы. На сегодняшний день здесь 700 учащихся. Трехэтажное здание с таким количеством людей фактически превратилось в спичечный коробок, который может вспыхнуть в любую секунду. А штат электрика, который все бы проверял, и вовсе отсутствует. Его функции выполняет завхоз и своими силами создает видимость обеспечения безопасности. Иначе и сказать невозможно. Все огнетушители открыты, все. Да, дата изготовления 2006 год. А срок годности какой? На 5 лет. Ну, он сказал мне, объяснил этот... Ну, во-первых. Во-вторых, здесь он исполнен, он пустой. ЧК снято. В данной школе на территории не предусмотрен пожарный гидрант или противопожарный водоем. При пожаре пожарная техника не сможет заправиться на месте. Это тоже является нарушением. Было бы мое право, я, наверное, не пустила бы детей вообще в сентябре в такую опасную школу. Это мое личное мнение, потому что на самом деле, как мать, как бабушка, как родители, я вижу, что это опасно. После проверки столичных школ мы отправились в Гулерипскую среднюю школу, которая расположена вдоль республиканской трассы. В школе 2 корпуса. Так называемому старому корпусу более 100 лет. Во всей школе почти 500 учащихся. В педагогический состав входит 56 человек. И на всю эту немаленькую школу 5 огнетушителей с истекшим сроком давности. Руководство школы не в состоянии приобрести даже новые огнетушители и средства первой необходимости при возникновении пожара. А вышестоящие инстанции, которые должны оснащать школы всем необходимым, ссылаются на то, что денег нет. Полностью отсутствуют первичные средства пожаротушения, также внутреннее водоснабжение полностью отсутствует, пожарная сигнализация отсутствует. Практически пожарной безопасности никакой нет. Также чердачные помещения не обработаны огнеупорным составом. Доступ в чердачные помещения в некоторых местах открытый, то есть представляет свободный доступ для детей, учащихся. Никакого ремонта в школе не было. Единственное, если район каждый год выделяет перед школой деньги, вот мы делаем немножко косметический ремонт в коридорах. А в классах родители сами делают. И завхоз является у нас и ответственный за пожарную охрану. Обращаемся, и он приходит, наш Заврано, очень ответственный, но без финансирования. И он ничего не может, и я ничего не могу. По нормам пожарной безопасности на окнах не должны быть установлены железные решетки. При чрезвычайной ситуации все окна и двери должны открываться без всякого усилия. Но в этой школе ситуация иная. Железные решетки на первом этаже – вынужденная мера. Таким образом, руководство школы защищает имущество от грабителей. А вот подсобные помещения в аварийном состоянии необходимо закрывать от посторонних, тем более от любопытных детей. На лестничной клетке, как поднимаемся на 2-й этаж, находится незакрытое помещение, которое позволяет свободный вход сюда детей. Такие помещения у нас надо закрывать на замок, и чтобы ключи были только у директора или у преподавателей. Мы предупредим руководство школы об этом, чтобы они закрыли его на ключ. Главный распределительный щит в школе аж 1968 года. Благодаря завхозу школы щит в достаточно приличном состоянии. Кстати, завхоз еще и по совместительству электрик на безвозмездной основе. В этой школе штат электрика есть, да вот только за оклад в 4000 рублей никто работать не хочет. Радует одно – главный электрокабель, идущий в здание, новый. Да вот только сотрудники Черноморэнерго провели его через деревья, растущие во дворе школы. На столбы денег не хватило. На каждом этаже есть свои щитовые. При проверке они все, как и положено, были закрыты и недоступны для детей. Электропроводка желает лучшего. По классам в висячем виде провода провисают без дополнительной изоляции, отсутствуют плафоны на лампочках. Электричество, есть открытые источники, они должны быть защищены. Безопасность нужна в школе. В восточной части Абхазии, а именно в Ачимчирском районе, 28 школ. Большая часть из них в плачевном состоянии. К
примеру, в Гвардской школе, где 38 учащихся и 13 педагогов, о городских благах остается только мечтать. Воды в школе вообще нет. Для того, чтобы в этой школе появилась вода, нужно всего 700 метров водопроводной трубы. Но школа сама не в состоянии обеспечить себя. Первое, что бросается в глаза – новые окна. Но зайдя в школу, понимаешь, что дальше радоваться нечему. Из 3 этажей функционирует 2, 3-й этаж недостроен. Дети здесь послушные, даже не пытаются пробраться на закрытую территорию, поэтому вход туда прикрыт обычной фанерой. Провода в плохом состоянии, электрические провода. Это было сделано в послевоенное время сразу своими силами, жителями села и силами учителей. Чуть же улучшилась в последнее время наша школа, наверное, и правительство делает все возможное. Вот у нас не было даже ограждения школьного двора. Вот с помощью них была ограждена школа к 1 сентября в этом году. А так все убиралось силами детей и учителей. Вся электропроводка уже смонтирована частями, стыкована, без дополнительной изоляции. Вся электропроводка, она физически устарела, потеряла свои свойства изолирующие, что приводит уже к нагреву, перегреву электропроводки, коротким замыканиям и, как следствие, может привести к возгоранию строительных конструкций. И это является небезопасным для детей. Всю электропроводку необходимо заменить. Вот мы заактировали свое видение, оставили свои предписания, установили сроки замены электропроводки. И дальше будем контролировать это все. В Ачамчирском районе вместе с детскими садами находится 31 объект. В плачевном состоянии находятся школы. Это в селе Пакваш, это начальная школа и верхняя школа. Одна школа отремонтирована в центре. Наверху школа и внизу начальная. В плачевном состоянии находится школа в Реках. В плачевном состоянии также находится школа в селе Губ. Пчелов. Огромная школа, огромное село нуждается в хорошем ремонте. Садик Адзых в городе находящийся тоже в плачевном состоянии. Отсутствуют первичные средства пожаротушения, отсутствует охранно-пожарная сигнализация, отсутствует система экстренного оповещения о пожаре. Помимо того, что мы проверяем, мы еще и вручаем инструкции по действию персонала школы при возникновении пожара. Вой сирена пожарной системы, разносящийся по кабинетам и сигнализирующий о том, что детям нужно спокойно и быстро покинуть помещение, как оказалось, роскошь для современных абхазских школ. К примеру, в республике нет ни одной школы, которая имела бы пожарную сигнализацию, включенную и выведенную на пульт реагирования. А вот в одной из старейших школ Абхазии, которая находится в городе Новый Афон, с пожаробезопасностью лучше, чем во многих школах республики. Капитальный ремонт был завершен в 2014 году. Школа соответствует всем необходимым стандартам. Афонская школа – это, наверное, лучший пример того, как должно выглядеть современное, а главное – безопасное учебное заведение. Некоторые нарушения были устранены на месте. И все, что было выявлено, мы укажем в предписании и вручим директору школы. И надеемся, что при следующей проверке все мероприятия будут выполнены. Техническое состояние, я считаю, удовлетворительно. С помощью дирекции и администрации мы стараемся поддерживать в должном виде, держать ее, насколько это возможно. Что-то сами делаем, что-то администрация помогает. Так как вы видели, таких особых, можно сказать, погрешностей нету. Если считать по пятибалльной системе, то можно поставить оценку 4 с плюсом. Безопасность соблюдена. Единственное, что в чердачном помещении электрокоммутация не заключена в дополнительную изоляцию, электропроводка. А так здесь все, замечаний практически нет никаких. Наши дети, к сожалению, учатся в небезопасных условиях. В любой момент, из каждой этой школы, что мы объездили, может произойти короткое замыкание, вследствие чего возгорание и так далее, и так далее. Вот хотелось бы обратиться к нашим властям, чтобы они обратили на это внимание.
и изыскали средства для решения этих проблем. Как утверждают специалисты, на полное оснащение и обеспечение пожарной безопасности только одной школы необходимо как минимум 700 тысяч рублей, а в Абхазии их 156. Никакие причины, будь то нехватка денежных средств или захламленный аварийный выход, не должны стать поводом для непоправимого. Безопасность наших детей – это ответственность как директора школы, проверяющих органов, вышестоящих людей, так и общества в целом. И мы должны сделать все, что в наших силах. Не зря говорят, береженого и Бог бережет. С вами была Рената Шакая.